Ассаламу алейкум, Исанмис хайрле дуслар. Здравствуйте, дорогие друзья. Я сегодня вот на таком прекрасном мероприятии по приглашению своего брата Равиля Закареевича. На самом деле, я думал, турнир по тэквондо, приду, дети дерутся, прыгают. На самом деле, я такого соревнования в жизни не видел. Я там полстраны объездил, полмира где дрался, и на самом деле такого уровня соревнований я не видел. Тэквондо, как бы там ни звучал, для меня не чужой вид спорта. Я тоже тренируюсь, у меня есть тренер по тэквондо, заслуженный тренер России. Добавляю к своим тренировкам. Плюс я чемпион Москвы по студентам по тэквондо. На самом деле никто этого факта не знает. Я когда сюда собирался, я начал вспоминать, дрался ли это по тэквондо, и как раз вспомнил. Я чемпион Москвы по студентам. На самом деле, хочу поблагодарить организаторов. На самом деле, очень сильное мероприятие, хорошо организовано. Только вперед. Молодцы. Тэквондо – уникальный вид боевого искусства, и в них существуют различные дисциплины. У нас спортивных дисциплин около 5 основных. Это туль, спарринг, сила удара, спецтехника, разбивание досок. Все это еще существует в командных дисциплинах. Это раз. Любой спортсмен, любой ребенок может найти себя в этом спорте. Кто хорошо развит технически, хорошо скоординирован, он может выступать в туль сбалансированно. Кто с характером, с волей, он может выступать в спарринге. Есть универсалы, которые выступают во многих, нескольких дисциплинах. Существует интересная дисциплина, как спецтехника, сила удара, тоже на характер, волю. Поэтому одно из основных отличий. Но и, конечно, очень важная составляющая – это наши принципы тэквондо. 5 принципов основных – это учтивость, честность, терпение, самообладание и непоколебимость духа. Кроме этого, у нас существует еще и клятва тэквондиста, которая составляет 5 пунктов, которым мы придерживаемся. Вот у нас такая органическая, целостная структура для развития гармоничного ребенка. Я очень признателен Ларису Константиновичу за приглашение такой прекрасного мероприятия спортивное, как «Московский вызов». Каждый год проводится. Мы с удовольствием принимаем участие как гость. Но при этом хочу сказать, что это в первую очередь наша молодежь, это сплоченность и это воспитание, патриотическое воспитание нашей молодежи именно происходит на этих соревнованиях. И, конечно, это спортивный дух. Очень приятно, что когда наши дети, маленькие, от маленьких до взрослых, занимаются таким видом спорта, как тэквондо. Это прекрасный вид спорта, который развивает. Это не только спортивное достижение, это в первую очередь любовь к родине, любовь, патриотизм, любовь к старшим, любовь к своим учителям. Это самое главное, то, что вот сегодня происходит. И хочу сказать, что наши дети, начиная заниматься этим видом спорта, у них проявляется дружба, еще раз, любовь к своим родителям. И, конечно, они являются примером для своих же сверстников в школах, в училищах, в колледжах. И поэтому мы всегда приветствуем и говорим огромное спасибо организаторам этого прекрасного мероприятия. И надеемся, что и в будущем этот праздник, «Московский вызов», будет продолжаться и приумножаться. То есть мы это видим по количеству детей, взрослых, которые начинают заниматься этим видом спорта. Поэтому огромное спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Вас приветствует Гомес Андрес Павлович, 6-й дан, руководитель спортивного клуба «Патриот». Мы в очередной раз, в 25-й раз, в юбилейный раз посетили это грандиозное мероприятие, событие, праздник спорта для детей, родителей и тренерского состава. Сегодня со мной мой ученик. Как тебя зовут? Представься. Меня зовут Семен Хейфец. Расскажи немножко о турнире, о своих эмоциях, о тэквондо. Тэквондо мне дало очень много приемов хороших, чтобы я мог защитить себя от любого. И «Московский вызов» мне дал очень много эмоций и радости. Только физическое воспитание тебе дает тэквондо или что-то еще? Оно мне дает радость и веселье. И мне очень нравится, что здесь я могу стать сильнее и быстрее. В этом году от нашего клуба выступает тоже рекордное количество, более 250 человек мы привезли на эти соревнования. Грандиозный турнир. На этом турнире выросло не одно поколение спортсменов и не одно поколение тренеров, которые сейчас уже тренируют, выставляют уже своих детишек.
Спасибо большое организаторам, спасибо большое президенту Федерации Лазу Константиновичу, спасибо большое всем тренерам, спасибо огромное судейскому корпусу за то, что организовывают, ну, наверное, самый масштабный турнир в мире. Я не знаю больше аналогов таким турнирам для детей по единоборствам. Здравствуйте, меня зовут Леонов Александр Сергеевич. Я являюсь одним из старших тренеров сборной России, тренер сборной Москвы. Вчера сдал на 7-й дан. 7-й дан это уже является мастерская степень. Вот, мы на очередном легендарном московском вызове. Он здесь выступает более 3000 человек. Меня зовут Глеб Александрович Кожевников. Я являюсь заместителем председателя правления межрегиональной общественной организации содействия укреплению духовного и физического здоровья подрастающего поколения, здорового поколения. Сегодня мы, как партнеры Федерации, присутствуем на этом масштабном мероприятии. Не побоюсь этого слова сказать, что это единственное такое мероприятие такого масштаба, столько людей на территории России. И для нас большая честь быть партнером этого мероприятия. На сегодняшний день мы дополнительно проводим здесь выставку СВО, музей. Эти экспонаты мы привозим сами со специальной военной операции. Также мы проводим фотовыставку «Герои России, какими их не видел никто». Это ребята, ветераны Чеченской войны, которые получили минно-осколочные ранения и за счет занятий спортом смогли социализироваться в обществе, живут активной жизнью. Многие стали паралимпийскими чемпионами. Это как мотивирующая выставка для тех ребят, которые сейчас здесь находятся, что, несмотря на трудности, спорт закаляет и делает их мужчинами. Я занимаюсь тэквондо уже на протяжении 25 лет. Сама была участницей этого турнира замечательного, масштабного. Сейчас приехала из Крыма в роли тренера. Хочу пожелать турниру процветания, как можно больше участников, всем побед и удачи. Тэквондо состоит из двух частей. Тэквон – это физическое воспитание, воспитание физических качеств, сила, ловкость, выносливость, быстрота, гибкость, ну а также специфическая техника. До – это путь. Путь – это морально-этическое, духовное, нравственное воспитание. Под духовно-нравственным воспитанием мы воспринимаем первое нашу клятву, в которой два пункта. Первые два пункта самые главные, самые важные, и они являются системообразующими требованиями каждому нашему спортсмену. Первое – это я буду любить свою родину и делать все возможное для ее процветания. Любовь без действия – это пустота. Поэтому мы говорим, что наши ученики должны делать все возможное, должны действовать, должны совершать поступки любви. То мы видим под словом «любовь к родине». Мы видим, что мы подразумеваем, что все наши занимающиеся должны следить о своем здоровье, о своем здоровом потомстве, создавать здоровые, сильные семьи, быть образцовыми, быть показательными и каждый на своем уровне выполнять на 100% свою работу. То есть, если ты ученик, учишься, ты должен учиться на все 100%. Ты должен полностью выкладываться. Если ты где-то работаешь, ты тоже должен полностью выкладываться, таким образом служить своему соотечественнику. И когда мы служим друг другу, помогаем друг другу, создаем нормальные, здоровые отношения, мы коллективно служим нашей Родине, нашей любимой России. Второй пункт. Я буду почитать своих родителей. Почитание – это высшая форма уважения. Любой, кто занимается тэквондо МФТ, обязан почитать своих родителей. Родители, наш род, наши предки – это наше все, это наши корни, из которых мы черпаем наши силы. Без корней невозможен личностный рост. Поэтому тот, кто забыл свои корни, тот, кто отвернулся, тот, кто не почитает своих родителей, он обречен на забвение. В связи с этим второй пункт. Я буду почитать своих родителей. И родители для нас это самые важные, самые главные люди. Выше всех и учителей, и преподавателей, и друзей. Поэтому тот, кто не почитает родителей, не может считаться спортсменом тэквондо МФТ. Хотел бы выразить огромную благодарность организации «Здоровое поколение». Как они говорят, есть такое явление «здоровое поколение». Я писал когда-то такие строчки,
касаемо инстаграмов и тиктоков, что именно с этими социальными сетями происходит некая деградация от этих коротких видео, и это вовлекает все и наше поколение. А когда проходят такие мероприятия, подобные сегодняшнему, молодежь вовлечена в спортивную жизнь. Также тут они и получают дополнительно и патриотическое образование. Также они видят, как мы ведем себя, как мы говорим, как мы действуем, учатся от нас. И, соответственно, мы являемся также и основными для них показателями. Потрясающее мероприятие, огромное, масштабное. Все для детей, все для нашего будущего поколения.